Первая коллаборационная театральная лаборатория «Семинар по национальной драматургии и театральной журналистике «Алкаш» начинает работу в Казани. И расскажет нам о ней Фанис Наилович Мусагитов, директор Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, заслуженный работник культуры Татарстана. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Фанис Наилович, как зародилась идея создания первой коллаборационной театральной лаборатории «Семинара по национальной драматургии и журналистике «Алкаш»? Вообще это все началось с того, когда министр культуры Ирада Хафизяновна приехала к нам в театр, и мы там собрались обсудить состояние нашей драматургии. Так. Все вы, конечно, знаете, все ругают нашу драматургию. Ну, разговоры идут. Да, разговоры есть. Вообще-то у нас драматургов еще много. Драматургов. Их просто надо собрать. Им надо дать какой-то вектор направления. Но с ними что-то надо делать. Да. Потому что только тогда, когда ты чувствуешь, что ты нужен кому-то, ты тогда начинаешь действие и движение. Да. Вот поэтому мы в театре создали и идем к этому, так скажем, Центр национальной драматургии. Вот именно при Центре национальной драматургии вот и зародилась вот эта лаборатория. Да. Очень интересно. Как нам уже известно, вы организовали клуб театральных журналистов. С 23 апреля начнутся лекции. Кто там будет обучать? Так, вот правильно, вот этот клуб театральных журналистов, это тоже мы подумали, потому что сейчас журналисты, они как приходят на спектакль, на примеру, они пишут очень как-то банально все. Или пишут, если не нравится этот театр ему, по личным соображениям, они пишут плохо. Да. Если нравится, если спектакль плохой, там, они молча оставляют все это, а если спектакль как-то какие-то есть нетрадиционные вещи, они говорят, это плохо. Ну, нельзя этого делать, потому что журналисты, они разговаривают и с постановщиками, и со зрителями. Они объективные вещи должны говорить. Поэтому и они должны уметь что-то вот при спектакле разобрать этот спектакль. На театральном языке, да, скажем да, так. конечно, и на профессиональном языке. Критиков даже, так скажем. Потому что они должны донести ту мысль, которую заложил режиссер, заложил драматург. Вот все эти вещи будут преподаваться еще вот при лаборатории, при курсах. У нас критики, это Татьяна Николаевна Тихоновец, это все из «Золотой маски», так скажем. Да. Екатерина Игоревна Рябова, Ольга Владимировна Кораблина, Юдина Юлия Тимуровна. Потом это наши идут Альфат Махсумович Закирзянов, Гульшат Низамовна Фаттахова, Игламов Ниязраович. Почти все это «Золотые маски». Конечно. Из «Золотой маски». И еще после всего пройденного будут им вручаться сертификаты государственного образца. Это институт культуры. Из института культуры тоже вот у нас Мубаракшин будет и Соколовский. И еще одна примечательность. Вот все, кто пройдет вот эти курсы, так скажем, я вам сейчас несколько тем даже озвучу. Развитие татарской драматургии, конфликт, основа драмы, современные тенденции развития арт-критики, ведение и анализ спектакля, жанры, рецензии, освещение работы фестивалей и других крупных театральных событий, снаружи и внутри процесса. Это все темы. Да, театр сегодня, центр притяжения или размежевания, коммуникационная стратегия театра. Понимаете, все эти темы, они связаны с театром, связаны с журналистами. Самое главное у нас цель, чтобы журналисты хотя бы азы знали критики. Конечно. Вот как-то они могли разобрать спектакль и донести. Это будет интересно и для нас, и для зрителей. А также мы знаем, что уже 5 режиссеров работают над 5 эскизами. Когда они будут готовы и совместно ли идет вот эта работа? 26 числа у нас будет первый эскиз. Так. И особенность нашей лаборатории еще в том, что в Казани такого еще не было. Я вот и в России еще не припомню. Потому что
обычных лабораториях работают драматург и режиссер. Да. А у нас работают драматург, и драматург, живой драматург. И у нас один из критериев был, чтобы был живой драматург. И мы еще проводим в театре уже месяцев 4 читки спектаклей. Это вот очень важно драматургу. Очень важно услышать свое произведение, когда читает другой человек. И анализ идет, и зрители сидят. После этого мы выбрали 5 произведений, и с ними будут работать 5 режиссеров, 5 композиторов, 5 сценографы, художники по костюмам, и в некоторых еще есть хореографы, и к каждой вот этой группе присоединяются 2 журналиста молодых. Вот даже так. Да, это Каждого. 10 журналистов, да. Они ведут работу ихнюю и пишут каждый день рецензии. От и до. От и до, от начала до конца. И 29-го 15 часов у нас будет круглый стол, и презентация там будет. Мы... Здесь долго считать, конечно, мы представим, да. Представим, у нас будет открытие 26 числа в 10:30. У нас в театре Тинчурина могут прийти любой желающий, но 70% у нас наполнение, поэтому тоже соблюдая все нормы. Получается, вот так журналисты погрузятся в работу и увидят, как это происходит изнутри, да? Это, я думаю, даст совершенно другой ход и даст такой хороший толчок в позитивном направлении. Ждем хороших результатов. Спасибо большое, что пришли к нам. Мы всегда с удовольствием с вами встретимся еще в нашей студии. Спасибо вам большое.